Казахский народ за каких-то 10-15 лет потерял половину своего населения. Ни одна мировая история не помнит трагедию таких масштабов. Слова писателя книги «Хроники Великого Джута» Валерия Михайлова. Уважаемые друзья, сегодня 31 мая. День памяти павших во время сталинской репрессии, а также Великого голода. Но я вам скажу по-другому. В Казахстане не было голода. В Казахстане был искусственно сделанный голодомор. Потому что властям Российской империи хотелось просто уничтожить казахский народ с лица земли. Ну не может быть такого, чтобы одна нация, один народ пострадал больше всех. Ну не может быть такого, хоть убейте меня. Казахи во время голодомора пострадали и потеряли половину или больше своего населения. Искусственно сделанный голодомор привел к этому. Российская империя просто хотела снести нас с лица земли. Но, к большому счастью, слава великому Аллаху, казахи выжили. Уважаемые друзья, я буду на своем стоять. Хоть доказывайте мне обратное, то, что якобы голод был везде и так далее. Да, голод был везде, но голодомор искусственно сделанный был только в Казахстане. Вот давайте помнить об этом. И сегодня еще день памяти павших во время сталинской репрессии. Уважаемые друзья, во время Советского Союза, кто был за свой народ, кто хотел свободу своего народа, независимость своего народа, просто говорили, что он якобы враг народа, к стенке и все, расстрел. Но это тупизм. Будь проклят Советский Союз, будь проклят сталинская репрессия, которую уничтожила 25 тысяч казахской элиты. Будь проклят, чтобы ты в аду горел, Сталин. Клянусь. Потому что, не может один человек просто уничтожить 25 тысяч элиты только одной нации. Что это такое? Что это такое? Уважаемые друзья, не только 31 мая мы, павших во время репрессий, а также погибших во время искусственно сделанного голодомора, мы, казахи, должны помнить всегда. И мы, казахи, должны передать вот эти слова и нашу память будущему поколению. Чтобы вот эта вот тема, которую Российская империя и Советский Союз сделали с казахами, чтобы знали все, чтобы знали наши потомки.